погожие сентябрьские деньки по всей республике в местах проживания юкагиров традиционно проводится Куриловская осень. В этом году она посвящена 90-летию выдающегося писателя, классика юкагирской литературы, лауреата Государственной премии имени Аюнского, члена Союза писателей СССР Семена Николаевича Курилова. Чтобы узнать истоки его творчества, начнем с небольшого экскурса в историю юкагиров. На самом краешке арктической земли расположился Нижнеколымский район, один из самых отдаленных районов республики. Центр района раньше назывался Нижние Кресты, а в 1963 году был переименован в поселок Черский. В его названии увековечена память о выдающемся исследователе Сибири и крупнейшем ученом XIX века Иване Дементьевиче Черском, руководителе экспедиции Императорской академии наук 1891-1892 годов, скончавшимся и погребенным на Нижнеколымской земле. Сам поселок приютился у реки Колымы, где издавна проживают юкагиры, один из северных народов. В августе сего года в Черском состоялся третий съезд юкагиров, делегаты которого посетили музей-квартиру всемирно известного юкагирского писателя Семена Курилова, одного из ярких представителей литератур народов Севера. Этот музей был открыт 18 мая 1994 года в самом центре Черского. Здесь собраны и бережно хранятся его личные вещи, его рукописи, его книги, семейные фотографии. У Семена Курилова не было литературного псевдонима. Он в шутку называл себя юкагиром 450, имея в виду малочисленность своего народа и то, что он является одним из его представителей. Родился он в Алёринской тундре в семье оленеводов 9 сентября 1935 года. Его колыбелью стали сани из стальниковых прутьев по-юкагирски аниба, на которых он кочевал с родителями по тундре. Детство писателя прошло в трудные довоенные и военные годы. С малых лет он познал нелегкий труд северянина, пас оленей, охотился, мерз, а порой и голодал. Как старший сын в семье, закончив 4 класса, начал самостоятельную жизнь. Работал в разных сферах – оленеводом и свинопасом, радистом и корреспондентом газеты. Он будто неутомимо искал свое «я», свое назначение в жизни, чтобы реализовать себя, свои возможности. И все-таки набрел на свою тропу, которая вывела его в большой мир художественного искусства. Огромное влияние на формирование сознания Семена Курилова и на его становление как писателя оказали его родители. Большим знатоком старины был его отец. Он любил рассказывать детям интересные истории, были, многие из которых затем легли в основу сюжетов писателя. Мать тоже была великолепной сказительницей и кладезем народной мудрости, откуда сыновья черпали не только знания, но и любовь к родному краю, народу, жизни. И поэтому неудивительно, что в одной семье выросли 3 таланта, 3 писателя. Семен Курилов, Гаврил Курилов Улуро-Адо, ученый-лингвист, поэт, Николай Курилов, поэт, прозаик и художник. С середины 50-х годов XX века Семен начал работать корреспондентом районной газеты и много печатался. Это его вдохновляло. Его первый рассказ «Встретимся в тундре». Но как будто чувствуя зыбкость бытия и недолговечность своей жизни, Семен Курилов спешил сотворить великое дело, и он сразу же взялся за создание эпического произведения. Поэтому он увлекается историей своего народа, работает с документами, записывает воспоминания, легенды, предания о старине. В результате в 1969 году появилась первая книга юкагирского романа «Ханидо и Халерха». Вторая книга «Новые люди» вышла в свет в 1975 году. Писатель показал жизнь своего народа на рубеже XIX-XX веков. И главная идея книги – поиск народного счастья. Своим творчеством Семен Курилов достиг той цели, которую поставил перед собой. «Я хочу, чтобы слово «юкагир» знали во всем мире». Так оно и получилось. На этой земле Семен Курилов так мало прожил, но сумел сделать так много, что его имя навсегда вписалось в историю. Интерес к его творчеству все будет возрастать, и у костра великого юкагира всегда будет много народу.
Одно из мероприятий Куриловской осени состоялось 9 сентября, день рождения писателя, в Театре коренных народов Севера. И открылось оно обрядом благопожелания, который провел Макар Семенович Курилов, старейшина юкагирского народа. На вечер памяти Семена Николаевича Курилова собрались ценители его таланта, родственники и друзья. Мы рады вас приветствовать на стенах нашего театра коренных малочисленных народов Севера на вечере, посвященной со дня рождения Семена Николаевича Курилова. И организаторами нашего вечера является Ассоциация юкагиров нашей республики, Совет старейшин юкагирского народа, Краеведческая библиотека имени Виссариона Григорьевича Белинского и Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. Программа мероприятия была очень насыщенной, но гвоздем вечера памяти, безусловно, стала презентация видеоматериалов, созданных еще при жизни писателя. Ученый-пилот, работает в якутском филиале Сибирского отделения Академии наук СССР. Сестра писателя работает в совхозе, но не изменяя творческим традициям семьи, пишет стихи. А старшая дочь писателя, окончив школу, готовится поступать на факультет иностранных языков Якутского госуниверситета. О жизни юкагиров на берегах Колымы, в далекой Алёцкой тундре, знает теперь благодаря книгам Курилова во многих странах мира. Своими воспоминаниями поделились самые близкие – сестра Дарья Николаевна и младшая дочь Чендилада Семеновна Куриловы. Мы с Семеном постоянно, когда разошлась, ушла Маша, мы постоянно, я к ним ходила, я работала тоже. Ну, я помню, когда я еще маленькая была, мы родились в Кустахсине, тогда колхоз Сталина был, оленеводство. Это чисто юкагиры жили. Те якуты, которые там зятья, все стали юкагирством. Разговаривали типа Волковы, Бандеровы. И вот он как-то заболел, я маленькая была. И около ее почки стоял какао. Сейчас вспомню. Какао. Семен сам сказал, что это был какао. Ну, баночка. Она очень вкусная, черная стояла. Я долго стояла. Так сяду, все, на ее не смотрю, на банку смотрю. Потом смотрел, потом говорит, ладно, бери, иди, ешь. Только вспомнила, что я на улице вышла, я больше ничего не помню. Семен был, он добрый, очень добрый. Он меня как руководитель, когда я работала в стадии оленеводства, уже когда нас 13-14 лет нас провожали в тундру. Были уже взрослые, поступов не хватает. И вот Семен мне всегда говорил, ты учись. Тогда Коля первый класс только пошел. Ну, думаю, это, как буду учиться, если у меня всего 6 классов. Как-то приехал какой-то то ли первый секретарь района или комсомола в тундре. Приехал и говорит, а почему ты не здесь работаешь, почему не учишься? Я говорю, меня отправили сюда. Я же молодая, там, 14 лет. С 16, 5, наверное, 15 лет была, он говорит, езжай, сдавай экстренно экзамен, 7-й, 8-й. И Семена я говорила, когда у нас телефона не было, написала, что мне сказали учиться. Обязательно учись, оставь свою, ты постоянно пастухом не будешь. И вот при помощи Семена я стала грамотной, я учила технику, 2 технику кончила и высшую партийную школу. Когда постоянно, вот когда я технику СПТУ Тюнгюлю училась, ветеринара, он говорит,
ты давай дальше. Думаю, ну, малин-то знанием, я не знала. Потом, когда я в Терской прилетела, с этим коровами, до свинья, мне надоело это. Семена говорит, знаешь что, мне как надоело это, с собаками возиться. А ты поступай, говорю, поступай, где технику. А куда? Ну, как это куда? По сельскому хозяйству, за техником. Я долго не думала, заочно поступила в технику. А потом говорит, все, ты сейчас зоотехник, у тебя ветеринар, ты чисто сельхозработник. Потом меня постоянно тундра летала, это собаками, это отчеты помогать. Мне это тоже надоело. Думаю, ну как? Все время я до командировки не буду ездить. Я уже ребенка себе взяла, думаю, господи. А Семен говорит, что ты? Не хочешь работать? Ну, я говорю, постоянно летаю. Зачем мне это надо? Учись? А куда? Ну, не знаю, куда хочешь. Ну, недолго думая, первый секретарь райкома партии говорит, я говорю, вот хочу езжать. И вот поступила в высшую Хабаровскую высшую партийную школу. Когда я уже закончила, Семен говорит, ну все, хватит. Ты уже учил, ты уже грамотный, хватит тебя. Живи, как мы. В общем, я говорю, ну все равно, видите, все равно ко мне не прилетало. Ну, мне Семен потому вспомнилось, вот это, особенно как старший брат, наверное, ну, его Господь не слушал. Как-то мы уважали. Когда у папы нашего было день рождения, мы всегда рисовали ему рисунки. Вся стена, вот, где выключатель, где свет включается, она всегда была занавешена нашими рисунками. Это были для него такие самые дорогие подарки. С некоторыми рисунками я до сих пор знакомлюсь. Когда Николай Николаевич Курилов очередной раз прилетает в Черский, и там у него есть мастерская, и вот когда он там роется у себя в шкафах, то один рисунок найдет, то второй. Буквально за 24 год он мне 3 рисунка нашел, которые рисовала средняя сестра моя, подарил нашему музею. А еще папа наш любил нам подарки дарить. Вот когда было, допустим, 8 марта, мы засыпали, ложились спать, и мы знали, что утром мы проснемся, а под подушкой у нас будут лежать наши подарки. И вот какое-то 8 марта должно было наступить. Почему-то я ночью проснулась, но решила посмотреть. Я не помню, что под подушкой лежала у средней сестры. Вот. Но у старшей сестры лежало платье, очень красивое шелковое платье. Под моей подушкой лежал, так мне показалось, обычный брючный костюм. Но недолго думая, я быстро поменяла подарки. Вот. И утром проснулись, средняя сестра довольная подарком, старшая сестра недовольная, она на 9 лет меня старше. Сами понимаете, наши размеры какие. А я хожу в платье до пят. Ну, вот остального я не помню, как меня уговорили, но все-таки пришлось вернуть старшей сестре платье. А вот с именами, когда я папе сказала, что Ерхадан звучит намного красивее, чем мое имя Ченди. И я хочу быть Ерхадана именно. И вот она сказала, хорошо, ты будешь Ерхадана, она будет Ченди. Я с такой радостью подходила к средней сестре и говорила, Ченди, подай мне ручку, Ченди, сделай это, Ченди, сделай то. Ну, это, наверное, длилось у нас неделю. Через неделю я подошла и сказала, нет, все-таки мое имя красивее. И снова стала носить свое имя. То есть, как сказать, что хоть он и не заканчивал педагогического образования, его не было, и он нас растил сам,
Все-таки что-то, видать, у него тут было заложено, как все-таки надо обращаться с маленькими детьми и без конфликтов, с помощью беседы приходить там к какому-то решению. Валентин Иванович Винокуров был лично знаком с Семеном Николаевичем Куриловым. Конечно, хорошо знаю его. 1957 года. Он самый трудолюбивый человек был. Он работал пастухом-оленеводом, потом секретарем сельсовета, потом был фотографом, единственный фотограф был в 1957 году. Вот. Где в то время работал этот наш знаменитый борец Свиряков Максим Николаевич. Он его фотографии школьные мне привез 68 лет тому назад, которые сделаны. Вот недавно я встретился с ним, когда ему было 88 лет. Вот, Семен Николаевич фотографии все привез. Ассоциацией юкагиров делается большая и разнообразная работа по увековечиванию памяти Семена Николаевича Курилова. В ассоциацию пришло письмо из Москвы от одного этномузыковеда, Игорь Бродский. И он попросил там контакты юкагирской ассоциации. Мне это письмо передали, я, конечно, связалась с ним, и оказалось, что в Москве в 2020 году был издан диск с песнями Семена Курилова. Он так и называется «Юкагирские песни поет писатель Семен Курилов». Для нас всех это была очень приятная новость, приятная неожиданность, потому что мы даже не подозревали, что есть песни в исполнении Семена Николаевича. На этом диске 40 песен его исполнения. Это вот песни, как бы личные песни. Вот у нас у юкагиров есть у каждого человека своя песня. Обычно родственники, там, родители, там, кто-то из родственников напевают, видят человека и напевают. И вот, оказывается, в 1973 году вот этот Бродский, он был в экспедиции в нашем районе. И кроме еще этого он был и на Чукотке, и в Магаданской области, и он записал 246 песен, юкагирских песен, оказывается, в 1973 году. И вот 40 песен ему напел Семен Николаевич тогда, будучи. И в 2020 году вот он отобрал эти песни и издал вот этот такой уникальный диск с голосом Семена Николаевича. Произведение Семена Курилова известно во всем мире, и свою миссию, чтобы слово «юкагир» узнал весь мир, он выполнил. К сожалению, я с Семеном Николаевичем Куриловым не виделась по молодости лет, наверное, хотя его роман вышел в 1969 году, это я училась еще в школе, и о нем очень много говорил мне мой учитель Семен Петрович Данилов. И роман я тогда прочитала в русском переводе, замечательном романа Палихова. И вот совсем недавно, буквально 2-3 года назад, я писала биографию Семена Петровича Данилова для серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия» и работала с архивом Семена Петровича Данилова. И там я обнаружила достаточно много писем от Семена Николаевича Курилова. Они интенсивно переписывались. И тогда вот передо мной как бы раскрылся его весь внутренний мир, духовный мир, чем он дышал, что он планировал, что он желал как творческий человек. И это было очень для меня интересно. Семен Петрович его всячески поддерживал, и я думаю, что при его большой поддержке наверняка тогда Семен Курилов получил премию, большую по тем временам премию имени Платона Алексеевича Аюнского. И роман его этого действительно стоил, потому что это было первое произведение, по сути дела, энциклопедическое произведение, которое рассказывало о жизни юкагиров.
Пожалуй, после Текиадулока и жизни Тургина-старшего ничего наши читатели и не знали о жизни древних юкагиров. Так вот, он в письмах Семену Петровичу писал о том, что он планирует, что он собирается писать, какие-то отрывки ему присылал, рассказывал о своих жизненных делах. У них было абсолютное доверие между собой. К сожалению, вот ответов писем Семену Петровичу, Семену Николаевичу нет. Наверняка, может, это хранится у детей Семена Николаевича. Это тоже было бы очень интересно прочитать. А вообще, в целом, вот сегодня, обозревая как бы в целом юкагирскую литературу, наши писатели в то время любили шутить, что в якутской литературе есть целая Курильская гряда. И вот они называли первым Семена Николаевича, Гаврила Николаевича и Николая Николаевича. И действительно, это были мощные, талантливые и любящие свой народ авторы, имена которых, я думаю, и в будущем никогда не забудется. К сожалению, сегодня остался один Николай Николаевич как бы в творческих рядах, но я думаю, что он достойно продолжит дело своих братьев. А имя Семена Николаевича с его романом, он то и дело вот так вот как бы сам по себе взывается к жизни. Я имею в виду постановку в Сахатеатре и в некоторых народных театрах по его роману «Ханидо и Халерха», потому что там жизненная правда. И сегодня, когда мы отмечаем его 90-летие, Семена Николаевича Курилова, во всей литературе Якутии, не деля на народы, на национальности, можно сказать, что роман Семена Николаевича Курилова, он равен роману Аммачигая Саскеке. И это действительно энциклопедический роман, которому в любое время, независимо от того, как оно меняется, все-таки читатели будут возвращаться. Вечер памяти Семена Курилова прошел в теплой обстановке. Его участники узнали много нового и интересного о жизни и творчестве великого юкагира, как его любовно называют сородичи. Закончился вечер памяти показом видеороликов и подведением итогов республиканских конкурсов среди школьников, которые были также организованы Ассоциацией юкагиров. Семен Николаевич Курилов, как большой писатель, с детства впитал в себя уклад жизни юкагиров, вобрал мудрость своего народа, которая воплотилась в заветах предков. Если почувствуешь на себе острый взгляд, посмотри в ответ спокойно и открыто, так, как на тебя в детстве смотрела мать. Если тебя толкнет грубая сила, напомни ее владельцу, что у него есть мать, что она всегда желает ему только добра. Не дай ударить себя и других по лицу. Оно в детстве нацеловано матерью. Жалей свои и чужие слезы. Это влага сердца, без нее оно высохнет. Не оскверняй тело татуировкой. Его в детстве мыла, пеленала и ласкала твоя мать. Ложь, ненависть, зависть – плесень жизни. Смывай ее, чтобы душа была чистой, как материнская любовь. Грешно брать тайком чужое добро, ведь не может дитя украдкой сосать материнскую грудь. Жалей сирот, умей прощать их. Они не произносили слово «мама». Первое слово человека – «мама», последнее – «мама». Мир держится на ласке матерей. Это не просто слова, это памятка в жизни. Их сказала моя бабушка. Эти мудрые заветы от великого юкагира Семена Николаевича Курилова остаются актуальными и востребованными и по сей день не только для юкагиров, но и для других народов.